Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина и наши будничные новости. Хочу сказать, что по состоянию ушей собачули Дашки у нас значительное улучшение. Прошли КТ, все улучшается. Закрылась, зарубцевалась и дырка в среднем ухе. Ушел гной. Это радует. О, барабанная затянулась. Ничего себе. Рубец вон у вас сверху. Значительно лучше по ушам. Вы большие молодцы. Мелкие абсцессики внизу есть. Рубец у нас на 11. Так. Так, дальше. Давайте смотрим. Подожди. Ага. Так, дальше. В другую сторону. Давай. Ой, моя. Тихо. Умничка. Молодец. Слушайте, вы большие молодцы. Да. Ага. Еще Тут даже... рубец у нее больше, и он у нее ниже на, получается, с 9 до 5. Здесь больше, видимо, прободения у вас было. Там он более точечный, а здесь он прям такой большой. А дырки уже нету? Нет, я же говорю, рубец, да, затянулся, вот он. И гноя нет. Гноя нет, но мелкие абсцессики еще есть. Мы обработку ушек продолжаем. Но вы да? значительно лучше, вы большие молодцы. Я сейчас еще пассив ваш гляну, то есть что у нас там придет, и возможно Да. подкорректирую лечение. Да, А да. так вы большие молодцы. Ой, какие мы хорошие. Ты умница моя. Ты моя девочка. Вот у нее сформирован, видите, тонкий рубец. Вот он. Да. То есть вот здесь более плотная вот она часть вот эта, а вот здесь тонюсенькая такая, не такая ярко выраженная, вот она. Да. И вот здесь тоже вот он идет, то есть вот эти вот они рубцы, вот они у нее сформированы. Это полость самого среднего А уха. раньше у нас тут была дырища, наверное. Вот здесь, да, то есть вот она барабанная вот эта перепонка, то есть вот она, видите, более тонкая структура. И здесь поплотнее, но Да. вот тут внизу, вот она, нижняя вот эта вижу. часть, более такая не рентген-контрастная, скажем так. В полости среднего уха все спокойно, то есть тут нету содержимого, то есть вы подвымыли все это, вы большие молодцы. А вот здесь ничего не осталось, все спокойно. Вот оно у нее, вот здесь вот оно видно, и вот тут. Ага. То есть их видать. Поняла. Но остается бактерия 3 видов. Подобрали правильный антибиотик, и лечение продолжается. Еще месяц, потом снова к доктору. Надо обязательно долечить до конца. Системный внутренний антибиотик буду менять. А вот тот мы панцифа, что ли, Да. То есть мы его будем менять? Да, заканчивайте, мы будем на другой переходить, потому что цефалоспорины оба, видите, то есть чувствителен только один протеус мирабилис, эти в прочерке, они не чувствительны к нему. То есть на одного, да, ну то есть на одного действует, на двух нет, поэтому будем менять его. Это вот список, вот этот вот левая колонка, это все антибиотики. Это все антибиотики, 24 антибиотика. Да, и мы выбираем сейчас. Да, сейчас. то есть тот, который будет на всех троих действовать у нас. И всё. То есть, да, видите, они разные. То есть... Да. А нам надо подобрать какой-то один. Все верно, да. Выпендриваешься, да? Выпендриваешься. Шустрик, ты выпендриваешься. Ташон идет. Ой. От вас аж отвернулась Дашка. Аж противны вы ей со своими выпендрежками. Да что это за кошки, а? Фу, скажи, Дашка, скажи фу. Фу на вас. Вот так, молодец, Дашулька, умница.
Друзья, информация по лечению Лабра, о котором я рассказывала ранее. Лечение идет успешно. Левая сторона параанальных желез затянулась. Все хорошо. А правая еще остается большая полость, которая тоже должна затянуться, но на это нужно время. И нужна чистота и промывание постоянно, обработки. К сожалению, нет такой квартиры с медуходом и в идеальной чистоте. А инфекцию занести в полость легко. Поэтому пока в стационаре находятся, и нас просят оплатить долги порядка 20 тысяч. Пожалуйста, помогите. Ну, там практически все зажило, да? Нет, там полностью. То есть она визуально поменьше стала, но внутри еще полость все равно осталась. Сейчас я сниму, ладно. Чего, красавчик. Так, Лариса, вот мы еще купили вот такую штуку. Ему нужна, у меня нет ее. Сейчас поедем там покушать, да. Покушать есть, и снежок есть, да. Сейчас поедем. Поедем. Ну, а у нас снова проблема. Теперь с Гариком, спасенным осенью, этот жизнерадостный мальчишка, обнаружили у него шишку на шее. Сразу же погнали к онкологу. Откачали жидкость, воспаление слюнной железы. Возможно, когда-то был травмирован или покусан кем-то, предположил доктор. И вот такое последствие возможно. Сказали пока наблюдать. И если опять выскочить, снова откачивать. И так, возможно, 5 раз. Но это же все наркоз. В общем, посмотрим. На данный момент жидкость откачали. Надеюсь, что все будет хорошо.
А еще у нас хорошая новость. Один из бурятских песиков после прививки и кастрации уехал в семью Татьяны в Питер. Сейчас привыкает, учится жить в квартире и ездить на дачу. Мальчишка довольный, он молод, полон энергии, готов бесконечно играть и радоваться жизни. Не сравнить, каким был он по приезду из Бурятии в феврале месяце и каким стал жизнерадостным и любвеобильным, как будто и не было пережитого ужаса в его жизни и 5 минут до смерти. Друзья, стало очень-очень тяжело спасать. Нет ни сил, ни средств. И на многих уже закрываю глаза. Но если увидеть вот такую картину, состояние собаки, ее кожи, как же ей больно, как чешется и как раздирает в кровь. И как пахнет эта кровь, как приманка для сильных собак, и как они чувствуют ее слабость. В общем, я решила ей помочь. Ну давайте вместе ее спасем. Вы готовы помочь в ее вывозе и стать ей финкуратором на любую сумму? Демодекоз лечится, и думаю, мы справимся. Как справились недавно с подобной проблемой у Власа, вывезенным 2 месяца назад из ППЖ. Но мне очень нужна ваша помощь, и помощь оперативная. Напишите, кто готов стать финкуратором на любую сумму и кто готов помочь на дорогу.